Казахстане первая смерть из-за коронавируса. Умерла 67-летняя женщина. Ее сын рассказал, что несколько дней его матери отказывали в госпитализации. Вызвали скорую второй раз, измерили сердце, начало сердце сжать. Он сердце проверил, кардиограмму, говорит, нормально, сердце хорошее, лежите, не умрете, выздоравливаете, и ушел. В Кыргызстане люди массово лишаются работы и средств к существованию. Сегодняшние истории нескольких семей в репортаже Дарьи Тимофеевой. Суммов, наверное, 50-150 где-то есть. На пару дней хватит, да? Именно если хлебом запасаться. В Таджикистане власти сохраняют обычный уклад жизни. Правда, общественный транспорт в Душанбе теперь хлорируют дважды в день. 5% раствором хлора обрабатывают утром и вечером. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Начинаем выпуск с новости последнего часа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Эту информацию он подтвердил в своем твиттере. Джонсон сообщил, что у него есть слабые симптомы, и он уходит в добровольный карантин, в котором будет находиться, пока вирус не перестанут обнаруживать в его крови. А теперь к новостям Азии. В Казахстане разгорается скандал вокруг первого случая смерти от коронавируса. Накануне жертвой пневмонии нового типа стала 64-летняя женщина. По рассказам ее родственников, ей не оказали своевременную помощь. Врачи несколько раз отказывали в госпитализации и не могли до последнего определить у больной диагноз коронавирус. Ернур Дожанов с подробностями. Видео с подробностями первой смерти от коронавируса в Казахстане наделало в соцсетях немало шума. Появилось оно минувшей ночью. В нем сын погибшей, полностью одетый в специальный защитный костюм, рассказывает о халатности врачей. Больную мать с высокой температурой, по его словам, не хотели госпитализировать на протяжении нескольких дней. Вызвали скорую второй раз, измерили сердце, начало сердце сжать. Он сердце проверил, кардиограмму, говорит, нормально, сердце хорошее, лежите, не умрете, выздоравливаете, и ушел. Через 5 часов это уже было, стало хуже, не в моготу, мы звали третью скорую. Третья приехала, вот этот, наверное, адекватный парень попался, все измерил, сразу загрузил в машину и увез в больницу. Утром в 6 утра это было. 25 числа. 25-го. 64-летняя женщина скончалась накануне утром. Причина смерти, по данным медиков, пневмония. Сын погибшей рассказывает, что врачи сразу же попросили забрать тело и похоронить. Но ближе к вечеру неожиданно раздался звонок. Мужчине сообщили, что появились результаты теста, и у его матери подтвердился коронавирус. Пошел в морг на Аблайхана, дал бумагу, мне маму мою отдали, и все. А потом вечером на 5 часов уже позвонили нам, что у них положительный. Проживала погибшая в селе Коши, близ столицы. Ее дом после церемонии похорон по решению чиновников полностью продезинфицировали. Тех, кто близко контактировал с женщиной, поместили в карантин. Правда, еще не ясно, сколько людей могли пересекаться с усопшей. До того, как ее состояние ухудшилось, она побывала в нескольких городах. Со слов родственников, контакт с больными ОРВИ и КВИ не имела, за границу не выезжала. С 13 по 17 марта была в гостях в городах Алматы и Шу. Контактные лица с пациенткой установлены, изолированы, взяты анализы на КВИ. Власти пока не сообщают, проверят ли действия врачей скорой помощи из-за смерти женщины и привлекут ли кого-нибудь к ответственности. В Минздраве коротко отвечают, что пока этот вопрос на рассмотрении. Между тем, количество зараженных в стране стремительно растет. COVID-19 сегодня выявили в Атырауской и Павлодарской областях. Всего в стране подтверждено 125 случаев коронавируса. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Казахстане продолжают усиливать меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Власти дополнительно ограничивают работу всех организаций. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Шолпан Оразбековой. Она с нами на прямой связи из Алматы. Шолпан, здравствуй. Власти принимают новые карантинные меры. Есть ли ясность, что из себя представляют новые ограничения? Расскажи. Привет, Шавкат. Эти ограничения начнутся с 30 марта и продлятся до 5 апреля. Это означает, что очень многие учреждения перестанут работать. Разрешат работать только государственным и правоохранительным органам, организациям здравоохранения, средствам массовой информации, продуктовым магазинам и аптекам. В эти дни полиция может любого остановить человека в городе, и этот человек должен будет позвонить руководству, чтобы доказать, что он направляется именно на работу. Также разрешат людям выходить из дома на улицу за продуктами, в аптеку и даже выгуливать домашних животных. Но все эти места должны находиться рядом с домом, иначе власти могут оштрафовать. С полуночи начнут действовать строгие ограничения на выход из жилища. Исключение составит только покупка продуктов, лекарств
или выход на работу. В то же время с 30 марта большинство организаций работать не будут. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности. Сначала в виде предупреждения, затем штраф в размере 26,5 тысяч тенге или ареста до 15 суток. Шолпан, а какова ситуация по числу заразившихся в Казахстане на эту минуту и найдены ли все вернувшиеся из-за рубежа казахстанцы, которые контактировали с зараженными? Ну, по крайней мере, чиновники уверяют, что все контактные обнаружены и даже помещены на карантин. На сегодняшнюю минуту пока известно, что по стране зарегистрированы 125 случаев заражения коронавирусом, но, к сожалению, эти цифры с каждые 2-3 часа меняются. Но самое печальное, что люди, несмотря на происходящее во всем мире, с самого начала продолжали выезжать за границу и чаще всего возвращаются зачастую зараженными. Хотя вот я хочу отметить, что ранее МИД предупреждал, что воздержаться от поездок за рубеж. Из 5 вновь выявленных 4 прибыли 26 марта рейсом Минск-Алматы, 2 прибыли рейсом Москва-Алматы 26 марта. Один из заболевших прилетел 15 марта рейсом Стамбул-Алматы, изолирован как близкий контактный 18 марта, первичный анализ отрицательный. При повторной сдаче анализа 26 марта вышел положительный результат. Шолпан, спасибо тебе. Всего доброго. Ну а о том, как в Казахстане ведут борьбу с коронавирусом, я поговорил с аналитиком системы здравоохранения Маратом Мамаевым. Марат, в Казахстане зафиксирована первая смерть, вызванная COVID-19. Более 100 человек инфицированы. Что вы можете сказать о мерах правительства по борьбе с коронавирусом? На сегодняшний день все мероприятия, политики и в том числе определенные задействованные регуляторные инструменты, они делаются, по моему мнению, без учета глубоких проработок. А проработки связаны в первую очередь с эпидемиологическим процессом данного заболевания. Это, конечно, объясняется тем, что сам по себе вирус, он новый, он только что недавно появился, и есть определенные моменты. Но важно отметить то, что есть определенная группа проактивных, например, проактивных идей, которые позволили в первую очередь в начале января предпринять, по моему мнению, эффективные меры по сдерживанию распространения этого заболевания. В целом, как оцените уровень готовности медиков, правоохранительных органов, правительства? Более жесткие карантинные меры вводятся только сейчас. Не поздно ли, как вы думаете? Что является точкой для того, чтобы определять, когда нужно вводить карантин? Эту точку должны определять в первую очередь эпидемиологи, которые занимаются прогнозированием тех или иных заболеваний, вообще в целом наблюдением эпидемиологической ситуации. Опять же мы возвращаемся к вопросу институционального лидерства институтов, профильных институтов, которые должны заниматься прогнозом, анализом эпидемиологической ситуации. Но на сегодняшний день, как мы видим, данные институты, они не всегда задействованы в иерархии принятия решения, в том числе на государственном уровне. И если исходить из того, что что рано или поздно, то лучше поздно, чем никогда. А вот в Кыргызстане уже 2 дня действует комендантский час. Нужно последовать примеру соседней страны, чтобы максимально изолировать людей. Люди сейчас по вечерам с 8 вечера до 7 утра не могут выходить вообще на улицу. Может быть, таким же мерам прибегнуть? Все зависит от общественного осознания этой опасности. Если общество понимает это и чувствует всю эту опасность и готово взять на себя ответственность, и сказать: да, мы не будем выходить на улицу, да, мы не будем ходить в гости, не будем лишний раз гулять по улице для того, чтобы предотвратить распространение этого заболевания, тогда, я думаю, смысл введения комендантского часа отсутствует. А если все-таки общество не готово взять на себя такую ответственность, тогда, я думаю, это оправдано. Переходим к новостям из Кыргызстана. Пандемия коронавируса оставила без работы десятки тысяч кыргызстанцев. Многие из них сейчас тратят последние сбережения, у кого-то нет и этого. Как выживают простые люди в условиях чрезвычайного положения, узнавала Дарья Тимофеева. Суммов, наверное, 50-150, где-то есть. На пару дней хватит, да? Именно если хлебом
запасаться. Почти 2 недели рацион семьи Эмиля не меняется. Завтрак, обед и ужин одинаковы. Лепешка и чай с молоком. Заработать даже на самое необходимое сейчас не получается. Работа в компании ВМРСтрой, там платили 13 тысяч в месяц, но этого не хватало. Но в данное время вышел как участников, да? Где попало, подрабатываю. И в данное время вообще тишина полная. Эмиль и его жена – выпускники детдома. Вместе с детьми ютятся в крошечной съемной комнате. Сумма аренды небольшая, но ее пока не удается найти. Но если тут только что-нибудь там продать из дома, только такой вариант. И то сейчас, как видите, некому, да? После того, как страна оказалась на карантине, ненужной на рынке труда стала и Татьяна. Спроса на горничных сейчас нет. Даже постоянные клиенты пока отказались от уборки. Матери-одиночки с 4 детьми продукты привезли неравнодушные. Просить помощи постоянно неудобно. Женщина уверена, ведь и другим сейчас тяжело. Так внезапно этот режим внесли, потому что сильно закупиться мы не смогли. Накопление, а какое накопление? Потому что у меня текущая зарплата, так говорится, небольшая, как-то сдельная, да? Вот. И все время сразу уходила на питание, на продукты, на памперсы. Поэтому я не уверена в завтрашнем дне. Будем молиться. О музыке выпускница музыкального училища и мать героини сейчас даже не думает. Все частные уроки Анастасии отменили. Пару недель назад удалось устроиться в швейный цех упаковщицей, но на днях производство закрыли. Я надеюсь, конечно, на самое лучшее, но когда смотришь СМИ, это лучшее почему-то куда-то улетучивается. Не знаю, как оплачивать на данный момент коммунальные услуги. Они очень сейчас у нас высокие в нашей семье, потому что зимний период фактически почти закончился. Мы отапливались светом. Муж Анастасии болеет гепатитом С. Пока выйти на работу не может. Особого внимания требует сын с синдромом Дауна. Государство платит пособие ему и маме в общей сложности около $100. В критических ситуациях сейчас выручает отдел социального служения православной церкви. Мы не можем охватить всех, и никто не может охватить всех, и государство не может охватить всех. И не вводить карантин оно тоже не может. Поэтому если вы знаете такие семьи, которые рядом с вами нуждающиеся, просто возьмите и помогите им. Помочь чашкой супа или пакетом макарон может каждый. И я думаю, что это правильно. Только так мы сейчас можем выжить. Власти в курсе проблем подобных семей. В правительстве заявили, что в ближайшее время озвучат план антикризисных мер. Если, не дай бог, эта ситуация продлится более чем месяц, мы думаем над тем, чтобы каким образом мы могли бы оказать поддержку, помощь, в первую очередь, социально уязвимым слоям. И в первую очередь продуктами первой необходимости и медикаментами. В редакции СМИ сегодня присылают сотни подобных историй. Сбор пожертвований тем, кто остался без работы, пытаются организовать простые граждане. Те, у кого доход пока еще сохранился. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Ну а тем временем в Кыргызстане выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. По информации Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, большинство из них контактировали с паломниками, которые вернулись из Малого Хаджа. Для того, чтобы уменьшить риск заражения других людей, власти на этой неделе ввели чрезвычайное положение и комендантский час. О том, как кыргызстанцы пытаются предотвратить эпидемию, узнаем у наших корреспондентов в Бишкеке Джибек Бегалиева. И Джибек, привет. Расскажи, получается ли у людей следовать правилам комендантского часа? Привет, Шавкат. Честно говоря, кыргызстанцы не очень спешат соблюдать новые правила. И сейчас вы видите, что достаточно много машин, хотя власти накануне обещали, что сегодня не будет автомобилей вообще. Периодически, вы видите, я нахожусь возле одного из блокпостов в Бишкеке, и периодически подъезжают водители, которые просят пропустить их в оцепленный район, где по заявлению властей проходит дезинфекция. И некоторых из них милиционеры пропускают, видимо, у них на это есть уважительная причина. Есть те, которые не хотят подчиняться сотрудникам МВД. Например, в Аше сегодня одна женщина буквально протащила на своем капоте милиционера. Что касается комендантского часа, то с момента его введения сегодня это уже вторая ночь будет, и задержанных за нарушение комендантского часа не намного меньше, чем вчера. И сотрудникам милиции даже пришлось применить оружие. Saat 20:30 çamasında
В 20:30 хотели остановить для проверки на блокпосту, однако водитель уехал. После погони автомобиль остановили. Два парня, 25-30 лет, в нетрезвом состоянии, оказали сопротивление сотрудникам милиции, в связи с чем дважды пришлось использовать табельное оружие путем предупредительных выстрелов в воздух, после чего они были задержаны и доставлены в РУВД. Аджибек, в эти дни очень много было разговоров о том, что медики страны оказались совершенно незащищенными. Мало того, что у них нет средств индивидуальной защиты, так еще они не могут доехать до работы. Что ты об этом можешь рассказать? Ну, сейчас в Бишкеке и в тех районах, где введено чрезвычайное положение, общественный транспорт остановлен. И передвигаться на собственном авто можно лишь в исключительных случаях, а такси не работает, поэтому медикам пришлось даже запустить специальный флешмоб, чтобы попутчики могли их подбирать по дороге. И, кажется, власти не в силах решить эту проблему. Организовать транспорт для доставки своих сотрудников удалось только некоторым больницам. Да, конечно, не все руководители решили до конца данный вопрос, но вот хочу привести пример. Вчера обращался супруг одного медицинского работника о том, что она пешком возвращалась домой. В связи с этим руководителю Соколукского района было дано задание организовать найм автотранспорта и доставку своих сотрудников на место работы. Ну вот смотрите, до начала комендантского часа осталось 1,5 часа, и все равно сейчас прям именно вот в этом кадре не видно, а в целом машин достаточно много, и через полчаса, по идее, уже все эти люди должны будут оказаться дома. Джибек, большое тебе спасибо. Я лишь пожелаю тебе, чтобы ты успела вернуться домой до наступления комендантского часа. Спасибо тебе, всего доброго, до свидания. В Узбекистане зафиксирована первая смерть, вызванная коронавирусом. 72-летняя жительница Наманганской области скончалась от острого инфаркта миокарда. Как сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана, женщина заразилась от дочери, которая, в свою очередь, приехала из Турции. В больницу ее доставили 26 марта. У женщины был сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность. За последние сутки число инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 8 больных и достигло 85 человек. Из них 11 медработники. Около 80 тысяч узбекистанцев находятся в домашнем карантине, а 12 тысяч в стационарах. Накануне в Узбекистане ужесточили наказание за нарушение правил обсервации. Теперь штраф за нахождение в общественных местах без медицинской маски составит примерно $23, а за распространение слухов об эпидемии грозит уголовная ответственность. Президент Шавкат Мирзиёев поручил Минздраву и Минфину закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Власти решили освободить от таможенных пошлин и НДС ввозимые в страну медицинскую технику и лекарства. Президент попросил население без необходимости не выходить из дома, а работников старше 60 решено отправить в отпуск. По городу Узбекистана ездят автомобили Нацгвардии с громкоговорителями, которые призывают людей оставаться дома. Надели маску и гуляем по улицам. Не получится так. Люди должны сидеть дома. Не сидите сложа руки, спросите, зачем пришел, почему вышел. Если строже будем относиться к ситуации, возможно, легко все это переживем. Нацию надо удержать. Медработникам, которые, подвергая риску свою жизнь и здоровье, борются с пандемией, хочу выразить от своего имени и от имени всего народа Узбекистана благодарность. А в Афганистане освободят 10 тысяч заключенных. Это сделано для профилактики коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Указ подписал президент Ашраф Гани. Осужденные выйдут на свободу в ближайшие 10 дней. Как сообщили в главном тюремном управлении, на свободу выходят лица, которые совершили мелкие преступления и не представляют серьезной угрозы для общества. Прежде всего выпустят неизлечимо больных, заключенных старше 55 лет, женщин и детей. В Генпрокуратуре отметили, что те, кто представляет угрозу для национальной безопасности, останутся в заключении. Это признанные виновными в терроризме и преступлениях против национальной и международной безопасности. Я добавлю, сегодня в Афганистане от коронавируса скончались 4 человека. По официальной информации, инфицированных в стране 90 человек. В Таджикистане началась реализация программы правительства по предотвращению распространения коронавируса. Дезинфицируют общественный транспорт и места массового скопления людей. При этом, по официальной информации, в стране до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Анушер Ванарипов продолжит.
В дни празднования Навруза в Душанбе общественный транспорт не особо востребован. Но даже сейчас людей на остановках и в автобусах немало. Медицинские маски практически никто не носит. Коронавируса люди не боятся. Но санитарную обработку троллейбусов, маршрутных такси большинство поддерживает. Чисто и безопасно должно быть всегда, считают душанбинцы. Я как раз автобус жду. Чистота в транспорте всегда на благо. Если по нормам делают, то хорошо. Слишком много или мало тоже плохо. Польза в обработке несомненная, ведь это борьба с вирусом, а в автобусах кого только нет. По словам водителей общественного транспорта, обработку хлором проводят уже несколько дней. В 5 утра перед началом работы и в 11 вечера, когда автобусы возвращаются в автобазу. Вечером в 11 часов обрабатывают. 5% раствором хлора обрабатывают утром и вечером, регулярно. В рамках реализации программы предотвращения распространения коронавируса теперь работы будут проводить еще более тщательно в рамках рекомендаций ВОЗ, говорят чиновники. Сейчас уже действует план мероприятий, одобренный премьером страны, по которому все учреждения обязали проводить дезинфекцию. Эти же мероприятия будут проводиться в школах и детских садах. Чиновники считают, что 2 раза в день обрабатывать транспорт достаточно, несмотря на то, что каждый автобус курсирует по маршруту 18 часов в сутки и перевозит за это время тысячи пассажиров. А значит, и эффективность такой дезинфекции крайне сомнительна. Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Ну а ситуация с коронавирусом в мире остается угрожающей. Соединенные Штаты Америки вышли на 1-е место в мире по числу заболевших, обогнав и Италию, и Китай. За короткое время число заразившихся приближается к 90 тысячам. Как борются с COVID-19 в разных странах, расскажет Андрей Цыганов. Эти кадры сняты в Индии, где из-за вспышки коронавируса объявили общенациональный карантин. Местные жители говорят, что полиция жестко наказывает тех, кто нарушает санитарный режим. Число погибших от коронавируса в Италии продолжает расти. Однако, по данным властей, уже 4-й день в стране фиксируют все меньше новых случаев заражения COVID-19. Во всей стране карантин, города остаются пустыми. В США накануне зафиксировали самое большое число погибших от коронавируса за одни сутки. Новый Орлеан может стать главным очагом пандемии в стране. Местные власти говорят, что больницы не смогут справиться с наплывом пациентов. Похоже, мы повторяем путь Италии. И к этому нужно готовиться. Принимаются жесткие меры. Нужно оставаться дома, чтобы сберечь жизни людей. Действенность всех мер будет ясна спустя 1-2 недели. Столько времени уходит на появление симптомов. Испания на 4-м месте по распространению COVID-19 после Китая, Италии и США. Парламент страны продлил режим повышенной готовности из-за пандемии до 12 апреля. Это означает ограничение передвижения жителей, закрытие учебных заведений, спортзалов, кафе и ресторанов. Поверьте, мне больно об этом говорить. За последние сутки 738 человек умерли от вируса. Это вдвое больше, чем умещается в этом зале. За один день. Это ужасно. В целом у нас больше жертв, чем в Китае. Бороться с пандемией коронавируса властям разных стран помогают волонтеры. В Британии в добровольцы записались более 500 000 человек. Во Франции оперный тенор из окон своего дома исполняет классику. Вы смотрели программу «Азия». Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. Активисты требуют от молдавского парламента признать состояние экологического кризиса в стране и запустить план действий по сокращению загрязнений. Это какая-то коррупционная карусель, чудовищный менеджмент. Тянется все это примерно 2 десятилетия. И история о том, как молодые музыканты устроили концерты классической музыки в домах престарелых. Я играю роль Джокера. Древесные феи строят домики в кронах деревьев. Прекрасный мертвый голубь. Жизнь дерьмо.
каждым, кто будет меня критиковать, делать лоботомию.